Это часть каменного храма, часть стены каменного. Симеоновский храм, который некогда возвышался за стенами Нижегородского Кремля, многие жители города никогда не видели. Он был взорван в 20-е годы прошлого столетия. Его фундамент археологи обнаружили сразу, но то, что веками было сокрыто под ним, удивило даже ученых. Средневековое кладбище, почти не тронутое временем, уже найдены захоронения почти 600 человек. Здесь, в этом месте, находился Симеоновский монастырь, и к этому монастырю было приурочено кладбище. На этом кладбище стояла деревянная церковь, которая в начале XVIII века сгорела. И уже на месте этой деревянной церкви был построен каменный храм именно Симеона Столпника, который в 1928 году был разрушен. Храм начнут восстанавливать уже в сентябре. Соответствующее решение принято Нижегородской епархией. Археологи спешат, ведь необходимо извлечь все находки. Так, например, останки жителей средневекового Нижнего Новгорода передадут антропологам, которые после исследований смогут многое рассказать о тех, кто жил здесь почти 400 лет назад. Для меня это чисто вот как кости, например, в институте там каком-то анатомии, например, или медицины, то есть больше как экспонат идет. Они же чистые, и поэтому как-то какой-то ассоциации с человеком живым нет, и из-за этого, наверное, не страшно. Археологические раскопки сейчас ведутся не только в центре Нижнего Новгорода. Поселение начала XIII века обнаружено в пригороде, в районе села Новопокровское. Пока это поле не стало частью нового микрорайона, его исследуют ученые. Уже найдены редкие железные орудия труда. Но самая интересная находка была обнаружена этим летом в районе села Кузнечиха. С высоты птичьего полета раскоп напоминает лунный пейзаж на площади 2000 квадратных метров. Всюду вот такие углубления в земле. Это все, что осталось от фундаментов хозяйственных или жилых построек. Именно на дне таких ям чаще всего археологи обнаруживают самые интересные находки. Так, посреди средневекового поселения было обнаружено захоронение, возраст которого 3500 лет. Оно относится еще к так называемой балановской культуре, представители которой были первыми земледельцами в Волговятском регионе. Погребенному клали определенный набор инвентаря, то есть и вот здесь вы можете видеть, это уже склеенные в процессе реставрации два керамических сосуда и каменный топор, как раз что является характерным признаком для представителей данной культуры. Сезон археологических исследований закончится в середине осени. Предстоит еще немало открытий, уверены ученые. Даже затяжные дожди в начале июля не нарушили график. Ольга Севастьянова, Улан Сатыкулов, Алато 24.